Рада приветствовать вас, дорогие мои друзья и гости канала. Давненько не было у меня возможности отснять для вас что-нибудь интересное. И вот пришло время для долгожданного обзора на киргизскую глинку «Желтое семечко». Здесь на тарелочке у меня пробник, всего 100 грамм. Я думаю, нам его будет достаточно для того, чтобы понять, что же это за глинка. Глинка желтого цвета с серыми вкраплениями, где-то есть светлые, кремовые. Глинка слоистая, на разломе это хорошо видно. На ощупь плотная. Такой кусочек побольше. Здесь вообще вот такая темненькая. Но я думаю, что эта чернота никаким образом не влияет отрицательно на вкус. Я надеюсь. Также на разломе отлично видны слои. Руки практически не пачкает. Глинка отлично хрустит. Вкус, мне кажется, меловой, пыльный, побелочные нотки. Немного залипает. Плотноватая. Вот кусочек побольше, откусывается уже сложнее. Отдаленно чем-то напоминает Туркестан, за исключением того, что липнет. Туркестан совсем не пристает к зубам. И также у этой глины присутствует вкус семечек. Прям подсолнечных семечек. Конечно же, не жареных. Вкус сырых семечек прямо из самого подсолнуха. Если кто в детстве, когда гостил у бабули в деревне, тот поймет, о чем я. Это же такое счастье было. Сорвать подсолнух и целый день лузгать эти семечки. Сырые, не жареные, обалденно вкусные. Вот у этой глинки как раз имеется такой привкус. Так что название оправдывает себя в полной мере. Глинка хрустящая. Скрипа практически нет. Если только очень сильно сжимать зубы, такое легкое поскрипывание, едва уловимое. Залипание также невыраженное, особо не напрягает. Быстро тает и сама отслаивается. Тоненькие пластиночки откусываются вообще без труда. Глинка пресная, соли нет вообще. По крайней мере, я не ощущаю. Не соленая глинка. Приятный пыльный вкус. И обалденный привкус семечек в послевкусие. Я думаю, такая глинка понравится любителям Туркестана, потому что они похожи. Пусть и не как братья-близнецы, а отдаленно, но все же сходство есть. Небольшие кусочки жуются вообще без проблем. Сейчас попался какой-то кусочек небольшой с ярким привкусом сероводорода. И я думаю, что это как раз вот эти черные штуки дают этот привкус.
Мне такое дело не очень нравится. Ну, может быть, кому-то не доставляют проблем такие моменты. Но мне, допустим, привкус болота не нравится в глине. За этот привкус я не люблю кембрийскую. И в этой глинке буду стараться не есть те кусочки, где есть вот эти черные вкрапления. Вот прям когда откусываешь, видно, что она слоится. Так глинка в целом неплохая. Вкусная, хрустящая. Практически не залипающая. С минимальным скрипом. Так что заказывайте. Единственное, что обращайте внимание, чтобы не было вот этих черных вкраплений. Конечно, проконтролировать это никак невозможно. Но просто когда выбираете, смотрите фото у поставщика. Если кусочки желтенькие, чистенькие, значит вообще все супер. Вот такая новиночка. Для меня, по крайней мере. Возможно, кто-то из вас уже пробовал эту глинку. Может быть, кто-то даже уже и полюбил. Для меня это была глина-новинка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!